Добрый день, дорогие друзья, с вами Малка Шахар, и я веду свой репортаж из Нью-Йорка. Сегодня 28 марта 2019 год. Я только что записала свое обращение на YouTube. Я очень обеспокоена тем, что происходит в Ингушетии, потому что разгон мирной демонстрации, мирного митинга, который проводил ингушский народ, привел к разгону. Вызвали Росгвардию. К счастью, местные силовики встали на сторону ингушей, своего народа. Я очень благодарю местных силовиков за это. Из Нью-Йорка, я ингушка, вы знаете, те, кто меня знают. Но для тех, кто меня не знает, я повторю, я Малика Аздоева. В моих жилах течет ингушская кровь, и я даже находясь здесь на земле Соединенных Штатов Америки, не могу оставаться в стороне от того, что происходит на моей родной земле, на которую я хочу вернуться и хочу привести своих детей и внуков, которые по праву имеют это, должны это сделать, вернуться домой. Но, к сожалению, сегодняшняя власть нам не дает такой возможности не просто жить в Ингушетии, а даже приезжать в гости. Потому что то, что сегодня происходит в Ингушетии, это страшно. Я могла бы очень помочь своей родине, наладив экономические, политические, культурные связи. Наш край очень красивый, Ингушетия очень красивая. Можно развивать туризм, можно развивать экономику, потому что земля сочится нефтью. Но при том бездарном руководстве, которое устраивает нынешнюю российскую власть, Ингушетия погибает. И смотреть равнодушно на это я не могу. Если в течение 5 дней не будет решен вопрос с отставкой Евкурова и самозваного правительства, включая депутатский корпус, они уже вписали свои имена в бесславную историю Ингушетии. Их внуки, их правнуки будут носить это клеймо передастов. Но это их проблема. Проблема того народа, который не хочет жить под этим гнетом, должна быть решена. В Ингушетии должна быть власть, избранная народом. И я этого требую, находясь здесь, в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки. Я, Малика Аздоева, внимательно слежу за тем, что происходит в Ингушетии. И ни один преступный шаг власти не останется без ответа. Я вам это гарантирую. В часе езды от меня находится Организация Объединенных Наций. В Нью-Йорке находятся международные организации по правам человека. У меня есть личный контакт с властями Соединенных Штатов. Я сама избиралась во власть Соединенных Штатов Америки. И этот титул Honorable, почетной гражданки США, за мной, за Маликой Аздоевой, сохраняется пожизненно. Я не оставлю свой ингушский народ в беде. Я вам это обещаю. Спасибо.